Все, что вы когда-либо слышали про Шымкент, чистая правда. Это действительно самый вкусный город Казахстана. Здесь очень жарко, многолюдно, шумно и безумно вкусно. Когда жарко, почти каждый житель Шымкента едет сюда. А жарко в Шымкенте бывает очень часто. Можно сойти за местного, упомянув квасу Барно. Любой таксист с радостью расскажет историю создания этой легендарной уличной наливайки. 1400 тенге за 3 кружки великолепного свежего кваса и одну самсу. Вместо 1000 слов. Как в сухую землю. Самса выглядит потрясающе, тесто какое-то удивительное. Можно я тут жить останусь? Вот это да. Все, что нам говорили про Шымкент, правда. Правда, самый вкусный город. Да. Совсем другая у вас еда. Когда в Алматы будет такая самса, тогда мы будем в 50 Best. А до этого я даже разговаривать про это не хочу. Жестко. Это уже вторая, между прочим. Это незаконно. Это слишком вкусно. Кыргыз-базар, или Верхний базар, как его называют жители города, совсем не туристическое место. Это рынок, где шымкентцы покупают все, что им нужно каждый день. От продуктов до бытовой химии, растений и, конечно, самых разных видов свежего хлеба, за которым мы сейчас и отправимся. Сейчас я покажу вам то, чего в Алматы вы точно не увидите. Все для плова. Ребята нарезают, продают. Очень удобно. Можно взять себе комплект. Обязательно, конечно, настоящее хлопковое масло, без которого, как известно, того самого плова не получится. Все можно взять домой и приготовить себе плов настоящий. Это очень круто. После Алматы, конечно, чувствуешь себя, как будто приехал в другую страну. Запахи на базаре здесь совсем другие. Кажется, что продукты те же, но если присмотреться, чуть-чуть другие помидоры, чуть-чуть другие огурцы. В общем, мне бы очень хотелось поготовить из всего, что я здесь вижу. А вижу я здесь очень много. Среди всего этого великолепия, наконец, идем за хлебом. Хлеба здесь выпекают очень много видов, он очень свежий и невероятно пахнет. То есть сразу понятно, куда идти. Туда идем. Смотришь на эти лепешки и видишь какое-то удивительное искусство. Все они разные, и, если честно, даже жалко их есть. Настолько красивые на них рисунки. Знаете, что я делала, когда была маленькой, и меня посылали за хлебом? Вот это. Очень вкусно. Я считаю, что в некоторых вещах нельзя идти на компромисс. Выбирать в партнеры нужно того человека, который не ест ту часть лепешки, которую ешь ты. Мне вот, например, очень нравится серединка. Мне явно нужен кто-то, кто будет есть краешек. Вот скажите, а для чего используют песочный паттер? Как тарелку? Спасибо. Я себя чувствую как ребенок на дне рождения. Мне сегодня дают кусать хлеб и не ругают за это. Мне кажется, половина рынка сегодня едет в ресторан. Без вариантов. Идем, идем, там самое интересное. Пойдем туда. Казы вроде бы похожи на наши, а на самом деле перевязаны немножко по-другому. В этом состоит удивительное чудо казахстанской кухни. Страна большая, людей не так много, а традиции могут очень сильно отличаться, даже если ты сравнительно недалеко уехал. Нравится?
Кошмар. Пойдемте отсюда, а то из нас самих сейчас казы сделают. Забрали самсу с казы домой в Алматы. Место из той категории, которое я люблю больше всего – дыра в стене. Никакой рекламы, тандыр, 3 стола и, по слухам, лучшая тандырная самса в городе. Сейчас посмотрим, так ли это. Самая классическая самса с фаршем. Невозможно горячая. Берешь ее, чувствуешь в руках такое маленькое солнышко из теста. Мне кажется, мне сейчас будет очень сочно и вкусно. Сока, сочности в самсе очень много, причем очень здорово, что на тебя не выпрыгивает бульон, а вся эта сочность, она инкапсулирована в мясе. Такой должна быть настоящая правильная мясная эмульсия у человека, который действительно умеет обращаться с мясом. У мальчиков вот такая самса. А нам говорили, лучшая в городе, говорят, руки у него золотые. Сам мальчик вот такой. Одни из лучших блюд, которые я когда-либо пробовала где-либо, были с такой подачей. Тарелочка и пакеты. Для меня это всегда скорее большой плюс, чем минус. У меня в руках самса с казы. Мне кажется, более казахстанский продукт найти сложно. Начинки в этой самсе много, она сочная. И я не представляла себе, что самса с казы может быть настолько вкусной. А можно все с собой забрать? Север. Не то место, где сегодня холодно. Обычный спальный микрорайон в Шымкенте. Именно здесь, по мнению жителей города, подают самое вкусное мороженое, разливное, как они его называют. Пойдем пробовать. Дайте нам, пожалуйста, большой рожок. Благодарю. Ну что, то самое разливное мороженое. Выглядит на самом деле потрясающе. Мне напоминает мороженое, которое я ела в Японии. Надо попробовать. И теперь я знаю, как шымкентцы выживают в такую жару. Это правда очень вкусно. Блин, ну правда прикольное. Но сладковато. Уя переводится как гнездо. Интерьер очень теплый. Дерево, кожа, шкуры. В такой кофейне очень легко представить алматинских завсегдатаев леток с последними моделями iPhone. Хочу остаться здесь жить. Можно? А у нас сегодня освежающий дальгона латте. Напиток, который стал популярен во время карантина. Люди делились рецептами, выкладывали их на YouTube. Карантин прошел, напиток остался все таким же популярным. Попробуем. Очень освежает. В отличие от оригинального рецепта дальгона латте, где присутствует только растворимый кофе, здесь готовят его, конечно, с настоящим кофе из кофемашины. А пенку делают из растворимого кофе и тростникового сахара. Отдают дань оригинальному рецепту. Чизкейк здесь делают старый. В основе традиционная песочная база. Не сфотографировал, не поел. Это то, какой среднестатистический житель Шымкента видит вкусную повседневную еду. Здесь можно встретить самых разных людей.
одних, с друзьями, с семьями. На столах обязательно будут шашлыки, голубцы, которые сами шымкентцы называют супом из фаршированных перцев, лепешки, плов и самса. Зал этого ресторана настолько шикарен, что хочется сразу закатить здесь 10 свадеб или помолвок. Что для вас более актуально? Если спросить любого шымкентца, где вкусно поесть, ресторан ЖТ Тандыр будет одним из первых в списке. Здесь готовят потрясающую выпечку, вкусное мясо с мангала, а наблюдать за работой кухни можно через стекло. Что у нас здесь? Шашлык в оболочке, тонкий шашлык и люля-кебаб. Классный сочный кебаб. Очень много вкуса мяса. Очень-очень много вкуса мяса. Никакой воды, только мясо. Самый интересный тонкий шашлык. Несмотря на то, что в мясе жира совсем нет, жир вокруг справляется со своей функцией на отлично. Очень интересное сочетание, очень интересная текстура. Шашлык в оболочке. Я не знаю, что я больше здесь хочу, жир или мясо. Все вместе. Такое количество вкусного мяса, конечно, немедленно нужно заедать салатом из овощей. Все вкусно, ничего лишнего. А изюм в этом салате мне очень нравится, добавляет небольшой сладости. Я бы такое ела каждый день. Солидное место с белыми скатертями, очень опытными официантами и внушительной винной картой. Винотека этого ресторана самая большая в городе. В холодильниках для сухого созревания здесь не боятся вызревать местное мясо. И результат приятно удивляет. Ресторан старается быть частью гастрономической карты страны. Проводит гостевые ужины, приглашает казахстанских и европейских шефов. Первое, что я заказала, это сате из креветок с домашним хлебом. Подают его в сковородке с подогревом. Приятно, что блюдо остается горячим, пока его ешь. Хлеб очень приятный, пекут сами. Горячо. Креветки приготовлены классно. Вкусно, просто, понятно. Очень зимнее блюдо. Хочется сидеть, макать хлеб, пить вино. Вкусно. В винопарк сами делают бастурму. Людей, которые делают мясные деликатесы сами, я очень уважаю. Сейчас будем пробовать. Цвет неплохой. Пахнет классно. Очень мягкое. Это достаточно остро, достаточно пикантно, но в сочетании с конем, который, в принципе, мясо достаточно ароматное, очень вкусно. Пивка хочу. Ну что, друзья, то, что я люблю больше всего в жизни – стейк. Господа, кажется, сейчас мне будет хорошо. Оставьте Свету с мясом. Чистый medium rare. Здесь все в порядке. Моя прожарочка. Светлана и стейк. Ну что, момент истины. Супер мягкое мясо, очень нежное, правда, очень классный рибай, не маринованный, что я очень одобряю. Вкусный, классный, хороший стейк. Вообще вопросов к нему нет. Если бы мне нужно было в Шымкенте есть стейки, я бы ела стейки здесь. Хочу жирок попробовать. Жир самое вкусное в стейке, потому что именно жир контактирует с окружающей средой, когда мы стейки выдерживаем сухой выдержкой. И набирает очень много микрофлоры из холодильника. Вкусно! Вообще.
Косточку хочется обглодать. После того, когда ем стейк, обязательно это сделаю. Гастрономический и культурный код Шымкента идут рука об руку. Меняться в угоду чужим ожиданиям этот город не намерен. Кулинарная традиция города имеет очень глубокие корни. Корни в продуктах, которые выращивает и использует регион, корни в близости Узбекистана, в особенном положении и истории города. Все это ведет к тому, что вкус Шымкента очень особенный, свой, не похожий ни на какой другой город Казахстана. С вами была Светлана Ханинаева и «Вкус города Статлер». Увидимся там, где вкусно.